قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم. Тавус ибн Кейсан. Наставник. Я видел тебя, о Абу Абдур-Рахман, во сне. Ты молился в Каабе, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стоял у двери и говорил тебе: сними свой головной платок и читай ясно, о Тавус, муджахид. Стоило только халифу мусульман Сулейману ибн Абдуль-Малику добраться до Каабы и расположиться вблизи от нее, притворив в жизнь свое стремление к этому великому месту, как он повернулся к своему привратнику и сказал: разыщи для нас ученого, который мог бы просветить нас в вопросах религии и обратиться к нам с напоминанием в этот особый день из дней Аллаха. Слуга направился к паломникам и сообщил им о желании повелителя верующих. Ему сказали: вон, Тавус ибн Кейсан, господин факыхов своего времени и самый искренний из них в своем призыве к Аллаху. Слуга подошел к Тавусу и сказал: о шейх, прими приглашение повелителя верующих. Тавус незамедлительно отправился к халифу, поскольку верил, что проповедники не должны упускать возможность призвать людей к религии Всевышнего Аллаха, и им следует использовать каждый предоставляющийся случай. Он знал, что наилучшее из слов – это слово истины, которое произносится ради исправления отклонения у обладающих властью, удержания их от несправедливости и притеснения, и приближения их к Всевышнему Аллаху. Тавус последовал за слугой. Войдя к повелителю верующих, он поприветствовал его. И халиф ответил на его приветствие еще лучшим. Он оказал почет своему гостю и усадил его рядом с собой. Потом он стал задавать ему вопросы, касающиеся обрядов хаджа, и слушал его внимательно и молча, демонстрируя уважительное и почтительное отношение к нему. Тавус рассказывал: «И когда я понял, что повелитель верующих спросил обо всем, о чем собирался спросить, и больше вопросов у него нет, я подумал: Аллах спросит тебя об этом собрании, на котором ты присутствовал, о Тавус». И я сказал: о повелитель верующих, поистине был на краю колодца, на дне гиены камень. Он падал в этот колодец 70 лет, и лишь тогда достиг дна. Знаешь ли ты, для кого приготовил Аллах этот колодец из колодцев гиены, о повелитель верующих? Он ответил, не раздумывая: нет. А потом будто очнулся и спросил: горе тебе, для кого же он приготовил его? Я ответил: Всевышний Аллах приготовил его для того, кого он наделил властью, а он поступал несправедливо. Услышав это, Сулейман задрожал так, что на мгновение мне даже показалось, что его душа вот-вот покинет тело. И он заплакал, всхлипывая так, что от его плача сердце обливалось кровью. Я оставил его и ушел, а он все повторял: да воздаст тебя Аллах благом. Когда халифом стал Умар ибн Абдуль-Азиз, он послал к Тавусу ибн Кейсану гонца с просьбой: дай мне наставление, о Абу Абдур-Рахман. Тавус написал ему в ответ всего одну строчку: если ты желаешь, чтобы все твои деяния были благими, бери себе в помощники благих людей, мир тебе. Прочитав это послание, Умар сказал: этого наставления достаточно. Этого наставления достаточно. Когда власть перешла к Гишаму ибн Абдуль-Малику, произошло немало историй, главными героями которых были халиф и Тавус. Однажды Гишам отправился совершать хадж. Добравшись до заповедной мечети, он велел своим приближенным из числа жителей Мекки: поищите для нас человека из числа сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Ему сказали: о повелитель верующих, поистине
Сподвижники покинули этот мир один за другим, и теперь уже никого из них не осталось. Он сказал: тогда кого-нибудь из их последователей. Они пришли к Тавусу ибн Кейсану и пригласили его. Войдя к нему, Тавус снял сандали у края его ковра, затем поприветствовал его, не называя его повелителем верующих, и назвал его по имени, а не по кунье, и сел прежде, чем халиф разрешил ему. Гишам разгневался так, что это стало заметно по его глазам, потому что действия Тавуса показались ему дерзостью и попыткой унизить его в присутствии его собеседников и приближенных. Однако он тут же вспомнил, что находится на Святой Земле. Самообладание вернулось к нему, и он спросил Тавуса: «Что побудило тебя, о Тавус, сделать то, что ты сделал?» Тавус спросил: «Что же я сделал?» Халифом снова овладел гнев, и он сказал: «Ты снял свои сандали у края моего ковра, и, приветствуя меня, не назвал меня повелителем верующих, и ты назвал меня по имени, и не стал называть меня по куньи, и ты сел прежде, чем я разрешил тебе». Тавус ответил с величайшим спокойствием: «Что до того, что я снял сандали у края твоего ковра, то я снимаю их перед Господом величия 5 раз в день, и Он не упрекает меня и не гневается на меня за это. Что же до твоих слов о том, что я не назвал тебя повелителем верующих, потому что мусульмане недовольны твоим правлением, и я побоялся солгать, назвав тебя повелителем верующих. Что же до того, что я назвал тебя по имени, а не по куньи, то поистине Всевышний Аллах называл своих пророков по именам, говоря: «О Дауд, о Яхья, о Иса», а врагов своих он называл по куньи. Да пропадут руки Абу-Ляхаба, и да сгинет он. Что же до твоих слов о том, что я сел без твоего разрешения, то поистине я слышал, как повелитель верующих, Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах и да сделает он его довольным, говорил: когда пожелаешь взглянуть на человека из числа обитателей огня, посмотри на сидящего человека в окружении людей, ставших перед ним. И мне не хотелось оказаться этим человеком из числа обитателей огня. Гишам, устыдившись, вперил взгляд в землю и сидел молча. Наконец он поднял голову и сказал: «Дай мне наставление, о Абу Абдуррахман». Тавус сказал: «Поистине, я слышал, как Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: поистине в гиене есть змеи, размером с огромные столбы, и скорпионы размером с мулов. Они будут жалить и кусать каждого пастыря, который несправедливо относился к своей пастве». С этими словами он поднялся и вышел. Тавус посещал некоторых правителей, чтобы давать им наставления и направлять их. При этом он избегал посещения других, выражая таким образом свое пренебрежение к ним и упрекая их. Его сын рассказывает следующую историю. Однажды мы с отцом отправились совершать хадж из Йемена. Мы остановились в одном из городов, которым управлял Ибн Наджих. А он был одним из самых скверных наместников, наиболее дерзко относящихся к истине и наиболее глубоко погрузившихся в ложное. Мы зашли в городскую мечеть, чтобы совершить обязательную молитву. Оказалось, что Ибн Наджих узнал о прибытии моего отца и пришел в мечеть. Сев перед моим отцом, он поприветствовал его. Отец не ответил ему и повернулся к нему спиной. Тогда он подошел к нему справа и заговорил с ним. Но отец отвернулся. Тогда он подошел к нему слева и заговорил с ним. Но он снова отвернулся от него. Увидев это, я поднялся, протянул ему руку, поприветствовал его и сказал: «Поистине, мой отец не знает тебя». Он возразил: «Да нет, твой отец знает меня. И именно поэтому он сделал то, что ты видел». Потом он ушел, не говоря ни слова. Когда мы вернулись домой, мой отец посмотрел на меня и сказал: «Глупец, ты говоришь об этих людях скверное в их отсутствии, а в их присутствии говоришь с ними мягко и послушно. Разве это не лицемерие?» Тавус ибн Кейсан обращался со своими наставлениями к халифам и наместникам.
Он давал наставления всем, кто просил его об этом. Ата ибн Абу Рабах рассказывал: однажды Тавус ибн Кейсан заметил за мной нечто такое, что ему не понравилось. И он сказал: «О, Ата, остерегайся обращаться с просьбами к тому, кто закрывает дверь перед твоим носом и отделился от тебя с помощью своих привратников. Проси у того, кто распахнул перед тобой свои врата и велел тебе обращаться к нему и обещал ответить тебе». Тавус говорил своему сыну: «Сынок, общайся с разумными, и тебя будут считать одним из них, даже если в действительности ты не будешь таковым. И не проводи время с невеждами, потому что иначе тебя будут считать одним из них, даже если на самом деле ты не будешь таковым. И знай, что у всего есть цель, и цель человека – это совершенство его религии и благонравия». Его сын Абдулла вырос как раз таким, как и старался воспитать его отец. Он перенял от отца его благонравие и пошел по его стопам. Однажды аббасидский халиф Абу Джа'фар аль-Мансур пригласил к себе Абдуллаха и Малика ибн Анаса. Когда они вошли к нему и сели, халиф посмотрел на Абдуллаха и сказал: «Расскажи нам что-нибудь из того, что рассказывал тебе твой отец». Абдуллах сказал: «Мой отец говорил мне, что самому суровому наказанию в судный день подвергнется человек, которого Всевышний Аллах наделил властью, а он допускал несправедливость в своем правлении». Малик ибн Анас рассказывал: услышав эти его слова, я плотнее запахнул на себе одежду, опасаясь, что меня забрызгают его кровью. Однако Абу Джа'фар некоторое время молчал, а потом благополучно отпустил нас. Тавус дожил до 100 лет, или даже перешагнул этот предел. Однако старость не оказала никакого влияния на ясность его рассудка, остроту его ума и присущую ему сообразительность. Абдуллах аш-Шами рассказывает: «Как-то раз я пришел к Тавусу, чтобы перенимать от него знания, но я не знал, как он выглядит. Я постучал в дверь, и ко мне вышел старец. Я поприветствовал его и спросил: «Ты Тавус ибн Кейсан?» Он ответил: «Нет, я его сын». Я сказал: «Если ты его сын, то вполне возможно, что сам шейх уже одряхлел, и его постигло старческое слабоумие. А ведь я приехал к нему издалека, чтобы получить пользу от его знания». Он сказал: «Горе тебе! Поистине носители книги Аллаха не страдают от старческого слабоумия. Зайди к нему». И я зашел к Тавусу, поприветствовал его и сказал: «Я пришел к тебе, желая получить от тебя наставление». Он ответил: «Спрашивай и будь краток». Я пообещал: «Я буду говорить так кратко, как только смогу, если будет на то воля Аллаха». Он спросил: «Хочешь, я соберу для тебя лучшее из того, что есть в Таурате, Забуре, Инджиле и Коране?» Я ответил: «Хочу». И он сказал: «Бойся Всевышнего Аллаха так, чтобы ты ничего и никого не боялся так, как Его. И пусть надежда, которую ты связываешь с Ним, будет сильнее твоего страха перед Ним. И желай людям того же, что желаешь самому себе». В ночь 10 числа месяца Зуль-Хиджа 106 года от хиджры шейх-долгожитель Тавус ибн Кейсан в 40-й раз за свою жизнь покидал Арафат, направляясь в Муздалифу. Добравшись до Муздалифы и остановившись на ее пречистых просторах, шейх совершил закатную молитву Магриб и вечернюю молитву Иша, после чего прилег на землю, собираясь немного отдохнуть. В эти минуты к нему и пришла смерть. Он встретил ее вдали от семьи и родины, занятый приближением к Аллаху, произносящим тальбию, облаченным в ихрам, освободившимся от своих грехов и ставшим таким, каким он был в тот день, когда мать родила его, по милости Аллаха. Когда настало утро и его собрались похоронить, они не смогли донести погребальные носилки до места погребения. Столько народу собралось, чтобы проститься с ним. Тогда правитель Мекки послал к ним стражников,
чтобы они отогнали людей от погребальных носилок, и шейха могли наконец похоронить. Погребальную молитву по нему совершило огромное количество людей. Лишь Аллаху известно, сколько точно их было. Среди них был и халиф мусульман Хишам ибн Абдуль-Малик. شدوا